настольной дорожной книги под редакцией Семенова-Теньшанского в 19-м томе, посвященного Туркестанскому краю, в далеком 1913 году рассказывается: казахский народ образовался из различных тюркско-монгольских элементов, входящих в состав царства Чингисхана, откочевавшихся на восток и получивших от своих соседей наименование казахов, бесприютных, вольных людей. Казахи роста среднего, с хорошо развитой грудью, телосложение крепкое. Казахи обладают значительной силой, огромной пищеварительной возможностью, острым зрением, прекрасным обонянием и тонким слухом. Они одарены хорошими умственными способностями, и учение дается им нетрудно. Казаху ничего не стоит проскакать несколько десятков верст по степи с единственной целью поделиться ничтожной новостью с соседями и получить за это угощение. Есть такая книга Семенова-Теньшанского. У него много разных характеристик о Востоке и так далее. Вот в частности он пишет о качествах: добродушие, гостеприимство, уважение к старикам принадлежит к числу коренных качеств казаха. Точно так же любопытство, беспечность, склонность к лени, бражничанию и сплетням. Что вы думаете? Все точно. Точно. Но любопытство, бражничание и склонность к сплетне, по-моему, можно говорить и об армянах, и о всех других национальностях. Это главное качество. Семенов-Теньшанский, у него есть интересные выражения, которые он высказал в связи с тем, что заметил, как казахи любят есть мясо. Причем мясо едят поздно вечером, когда скотоводы весь скот пригонят, там, успокоятся, подоят, там, покормят и так далее. И говорит: 12 часов ночи казахи легли ужинать.